Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события понедельника. К 75-летию Ахмата Хаджи Кадырова. В правительстве обсудили организацию событий к памятной дате. Возвращение страниц летописи. Работать на такой высоте – задача не из легких, но для реставраторов это не просто стройка, это восстановление исторической памяти. В Галанчошском районе ведется реконструкция башни Хайбах. Впервые в Грозном. Мы рады, что вы приехали и смотрели, как на скульптуре. Африканская свадьба с национальным колоритом. План мероприятий, посвященный 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Эти вопросы руководитель администрации главы правительства региона Галас Таймасханов обсудил на встрече с представителями Министерства информации и печати, а также с сотрудниками средств массовой информации, представителями Российской Федерации при организации исламского сотрудничества. В ходе совещания были обозначены основные задачи при организации праздничных и религиозных событий. В этом году в честь юбилейной даты будет проведено много ярких спортивных, культурных и других акций. Россия-Саудовская Аравия дипломатические отношения установить башоко членаю сунделёк форум бьют ёк представительства херю аю цамасарги участникша в койш болнахи тогда лучше долчарги максимально ответственно подойти до подход хелизал так Рамзан Ахматовна доложительно в беш буяха который на самом высоком уровне чак бакарлы такой бинч балхан а худина дицен yok кидабы еще шегиш билгали охорюй. Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации обсудили подготовку к выборам 2026 года. Совещание возглавил заместитель председателя правительства, руководитель ведомства Ахмед Дудаев. В числе собравшихся представители органов власти, избирательных комиссий, лидеры парламентских политических партий, общественные деятели и руководители СМИ региона. Они обсудили важные аспекты организации выборов, включая вопросы о формировании избирательных участков и необходимости соблюдения всех юридических норм. Руководство республики призвало всех ответственных за проведение выборов обратить особое внимание на взаимодействие с населением и обеспечить максимальную прозрачность избирательного процесса. До главного политического события осени остается совсем немного времени, и в республике уже начали создавать все условия для комфортного участия граждан в процедуре. В избиркоме республики запустили дополнительный канал, чтобы каждый житель мог оперативно получить ответы на любые вопросы. Лимда Жамалдинова расскажет, как работает эта служба. 6 июля текущего года заработал канал прямой связи для граждан. До ключевого политического события региона, трехдневного марафона на избирательных участках с 18 по 20 сентября, остается чуть больше 2 месяцев. И подготовка к нему перешла в максимально активную фазу. Позвонив по этим 2 выделенным номерам, избиратель может получить всю информацию о выборах. Быстро, удобно, а главное – ответы из первоисточника.
Главная задача такой телефонной службы – снять любые вопросы жителей о предстоящей кампании. Квалифицированные специалисты подскажут, как найти себя в списках, разъяснят юридические тонкости и помогут разобраться в механизме «Мобильный избиратель», если планируется голосование не по месту прописки. В целях оперативного реагирования на вопросы и предложения избирателей и других участников избирательного процесса избирательная комиссия Чеченской Республики приняла постановление и, соответственно, определила организовать горячую линию для избирателей. Вопросы могут быть разные. Соответственно, у нас определенные телефоны. Есть сотрудники нашей избирательной комиссии Чеченской Республики, которые непосредственно будут отвечать на те или иные вопросы, которые будут задавать избиратели, и, соответственно, получать квалифицированные ответы на те вопросы, которые они будут задавать. Спектр тем не ограничивается только техническими деталями. Сюда можно также сообщить о нарушениях. Обращение принимается ежедневно в рабочие часы, а сам звонок обрабатывается в режиме реального времени. Сама горячая линия открылась только 6 июля, поэтому звонков было не так много, но по опыту прошлого лет можно сказать, что вопросы бывают, где голосовать, на каких участках и так далее. Необходимо отметить, что горячая линия именно в период самих выборов, начиная с 18 по 20 сентября, будет работать с 8 часов до 20:00. В избиркоме Чеченской Республики подчеркивают, что такая открытость – залог прозрачности всего процесса. Организаторы делают ставку на доступность информации, чтобы каждый житель региона смог без лишней бюрократии воспользоваться своим законным правом сделать осознанный выбор в сентябре. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном возобновился цикл мастер-классов женского сообщества «Women in Islam». На этот раз участницы осваивали искусство арабской росписи. Урок объединил жительниц республики самых разных возрастов и профессий. Проект, которым руководит Хутмат Кадырова, планирует расширять формат. В этом году к творческим мастер-классам добавятся образовательные лекции. Организаторы готовят программы для бизнес-леди и руководителя, а также семинары по финансовой грамотности с точки зрения шариата. Особый акцент сделан на встречах, посвященных воспитанию детей в исламе. По итогу предыдущих мастер-классов и по отклику наших участников мастер-классов и подписчиков мы понимаем, что очень сильная необходимость есть именно вот в таких встречах. Не просто чтобы заниматься творчеством, но и чтобы они были подпитаны и духовно тоже, потому что мы проводим лекции маленькие, ненавязчивые. То есть такая же женщина, такая же мама, которая в постоянной беготне в быту, она приходит, рассказывает какой-нибудь маленький кусочек про нашу религию и точно так же принимают участие со всеми девочками в том, что они делают конкретно в этот день. И на самом деле это очень сильно располагает наших других участниц именно к тому, чтобы изучать религию, и дает такой глоток воздуха для тех, кто пришел провести время, буквально пару часов на этом мастер-классе. В республике продолжается череда благотворительных акций. В очередной раз внимание оказалось приковано к новоселам жилого комплекса таунхаусов. Семьи, которые недавно обрели собственные квадратные метры, получили дополнительную финансовую поддержку от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Подробнее об акции в нашем следующем сюжете. Поддержка была организована региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Денежные средства получили все семьи, проживающие в комплексе таунхаусов. Продукт питания Среди получателей помощи Медина Вахабова, которая проживает здесь, в комплексе таунхаусов, всего 4 месяца. По ее словам, собственный дом она получила благодаря поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова накануне праздника Ид-аль-Фитр. Сегодня семья вновь оказалась в числе тех, кому была оказана адресная помощь.
حيدين إيرا مثلا إبدال أوبن يساعد دولا رمزان حاجي دال غوتشم نلر ويل دال عالش ويل أحسون دينا قديل شيء دوا دويلون دال دوك هوستيل عملش ديل ويل بيزن ديل مونكش ديل ويل رمزان كديرو. Во время встречи жители поблагодарили организаторов акции за оказанную помощь, отметив, что подобная поддержка имеет большое значение для каждой семьи и способствует улучшению качества жизни. В региональном общественном фонде имени Ахмата Хаджи Кадырова отмечают, что работа по оказанию адресной помощи жителям Чеченской Республики продолжается. Благотворительные акции регулярно проходят в разных районах региона, оказывая поддержку тем, кто в ней нуждается. Подобные благотворительные акции здесь стали доброй традицией. Для многих семей такая поддержка является существенной помощью в решении повседневных бытовых вопросов и позволяет чувствовать внимание и заботу. Дени Хамидов, Сейдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Жители многострадального сектора Газа продолжают получать всестороннюю помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благотворительная организация оказала поддержку женщине, у которой 5 детей. После обстрела со стороны израильского правительства у матери сильно повреждено лицо. Едва живую ее вытащили из-под завалов. Волонтеры из фонда помогли с лечением, а также приобрели для семьи лекарства, предметы необходимости и продукты питания. Благодарю чеченский народ и благотворительный фонд за то, что они откликнулись на мои просьбы, помогли с лечением, дали солнечные очки, чтобы я могла выходить на свет, порадовали моих детей фруктами, сладостями и средствами для уборки. Пусть Аллах утешит их сердца в этой жизни и в следующей. Спасибо им за денежную помощь и да благословит вас всех Аллах. Каждая восстановленная башня – это как заново написанная страница истории. В Чечне продолжают возвращать к жизни объекты, которые десятилетиями хранили молчание. Очередной этап реставрации стартовал в высокогорном селении Галанчужского района. Как продвигаются работы, в сюжете Ахмеда Рамазанова. Галанчужский район – это восстанавливаемый муниципалитет, известен своими природными красотами и сохранившимися объектами культурного наследия. Некоторые населенные пункты в свое время были уничтожены в ходе сталинских репрессий. В местности под названием Хажик расположен башенный комплекс, который реставрировали в прошлом году. 2 недели назад были начаты работы по восстановлению башни Хайбах. Наша задача в лучшем виде передать наши архитектурно, скажем, строительные моменты, воссоздать то, что было, чтобы оно смотрелось так, как будто оно не восстанавливается, а вот стояло всегда. То, что это дело нужное, необходимое, оно само собой, потому что культура, культурный пласт является фундаментом любого народа. А для нас это самое главное, что должно быть, потому что на опоре культуры, на фундамент культуры прорастает, как известно, лучшие поколения. Реконструкцией занимается 8 рабочих и 3 единицы спецтехники. Из-за погодных условий реставрацию временно пришлось приостановить, но специалисты трудятся, не покладая рук, чтобы уложиться в срок. إذا أنا توقف متقاطن الأنظر ويسيتي غالي ويسيتي كان بسوي بيصير غال خلا ويسيتي بسوي بغال وشلا فينا شيء صات بارمش دو يبارمش لرداش إشتا قطع حربيلش باش توقف دو بالله شيء بالغ بويش ديك بالله بو دارم لا تقي خازلاش أغسطس يبالغ شاق بو. При восстановлении используют камень, добытый в окрестностях села. Это позволяет воссоздать объект максимально аутентичным. Также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории уже восстановленных объектов. Строительный раствор здесь замешивают по старинным рецептам на основе извести, а камни подгоняют друг другу вручную, буквально с ювелирной точностью. Работать на такой высоте задача не из легких, но для реставраторов это не просто стройка, это восстановление исторической памяти. Каждый отреставрированный зубец этой башни – это возвращенная страница в летописи чеченского зодчества.
Восстановление башенного комплекса в Галанчошском районе – это не просто возвращение древнего архитектурного облика республики. Это символ возрождения края, который когда-то пытались придать в забвению. Оживая под руками мастеров, эти каменные великаны вновь обретают свой голос, чтобы рассказать потомкам историю о силе духа, стойкости и неразрывной связи времен. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Ахмед Хазриев, Вести, Чеченская республика. Автомобилистов республики становится больше, а вместе с этим и вопросов, связанных с оформлением страховок. Чтобы помочь водителям разобраться в тонкостях закона, на центральных улицах Грозного сотрудники профильных ведомств развернули мобильные консультационные пункты. О полезных советах от экспертов Мадина Кураева. Не проверка документов, а полезная консультация. На оживленных улицах Грозного сотрудники Банка России, госавтоинспекции и страховых компаний рассказывают автомобилистам, как оформить ОСАГО и получить страховую выплату, не выходя из дома. Оформить ОСАГО можно полностью онлайн, от покупки полиса до подачи заявления на выплату. Электронный документ достаточно показать инспектору госавтоинспекции с экрана телефона, но специалисты рекомендуют иметь при себе и бумажную копию на случай, если устройство разрядится. Доступность страховых услуг растет, а вместе с ней и число оформленных полисов. Только за первый квартал этого года жители республики приобрели около 57 тысяч полисов ОСАГО, почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Оформить страховку можно в офисах и на сайтах лицензированных компаний, через страховых агентов, финансовые маркетплейсы или мобильные приложения банков. Еще в начале прошлого года наша республика входила в число регионов с высоким риском мошенничества в сфере ОСАГО. Это нельзя было объяснить ни состоянием дорог, ни интенсивностью движения. Среди причин сокрытия информации проблемы с объективной оценкой ущерба ДТП. Но там, где власти, страховщики и Банк России системно проходит к регулированию рынка, ситуация меняется. Мы видим положительную динамику. За последний год республика вышла из так называемой красной зоны и находится в желтой зоне со средним уровнем риска. В результате рынок ОСАГО становится честнее, прозрачнее для всех. Специалисты напоминают, ОСАГО – это не формальность, а гарантия финансовой защиты участников дорожного движения. Если водитель становится виновником аварии, страховая компания возмещает ущерб пострадавшей стороне. Максимальная выплата за поврежденный автомобиль сегодня составляет 400 тысяч рублей. При этом управление автомобилем без полиса запрещено законом, а за повторное нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. В тех случаях, когда водители не выполнили свои обязанности по страхованию гражданской ответственности и в случае дорожно-транспортного происшествия, либо один из участников дорожно-транспортного происшествия, который виновный, который признает свою вину, он будет уже обязан возмещать соответствующий ущерб, как говорится, со своего кармана. А в случае, если есть расхождение, разногласия виновности участников дорожно-транспортного происшествия, эти водители обращаются в суд для того, чтобы в судебном порядке разбираться, кто виноват и какой ущерб будет возложен на определенных участников дорожно-транспортного происшествия. Повысить финансовую грамотность водителей и сделать рынок автострахования максимально прозрачным – именно такую цель преследуют организаторы акции. Чем лучше автомобилисты знают свои права и обязанности, тем меньше спорных ситуаций возникает после дорожно-транспортных происшествий, а сама система ОСАГО становится эффективнее и справедливее для всех участников дорожного движения. Мадина Кураева, Маусар Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская республика. Африканские обряды в чеченской столице. Такое возможно только в Грозном, где студенты из десятков разных стран чувствуют себя как дома. На этот раз поводом для встречи стало бракосочетание уроженцев Гвинеи, которые решили отметить важнейший день своей жизни именно здесь. Как проходило торжество и чем оно удивило гостей, узнаем прямо сейчас. Чтобы увидеть африканскую свадьбу, не нужно лететь на другой континент. Она впервые проходит в Грозном. 8 лет ожиданий, испытаний и надежды. Именно столько длилась история Фатимы и Абдуллы, прежде чем прозвучала заветная «да». Уроженцы Гвинеи приехали в Чеченскую республику за знаниями. Оба обучаются в Чеченском государственном педагогическом университете. Сегодня молодые начинают новую главу, уже в статусе мужа и жены. Сегодня я самый счастливый человек на земле. Я осуществил свою
самую большую мечту. Уже 8 лет я хотел жениться именно на ней и всегда говорил, что сделаю это. Когда она была во Франции, многие говорили, что у нас ничего не получится, что я не женюсь на ней. Но я сдержал свое слово. Сегодня для меня нет ничего ценнее нее. Даже если бы мне сейчас предложили золото или бриллианты, они были бы мне не нужны. Все, что мне нужно, это она. Я выполнил свое обещание. Честно говоря, у меня даже нет слов. Муж уже все сказал за меня. Я сегодня самая счастливая женщина и очень рада. Большое вам всем спасибо. С самого утра в доме царит праздничная атмосфера. Родные и близкие готовятся к событию, которое навсегда изменит жизнь молодых. В начале свадебной церемонии первым проходит никах, так как народ из Гвинеи исповедует ислам. После нескольких минут молитвы искреннего согласия жениха и невесты союз считается заключенным. Если женщина заболеет, она будет лечиться здесь, и деньги будут использоваться на ее лечение и питание. Муж не сможет снять эти деньги без ее согласия. Если у мужа не будет средств и возникнет необходимость, он должен обратиться к жене. Церемония продолжается еще 2 важными обрядами, которые схожи с кавказскими традициями. Один из них – выкуп невесты. Только по их обычаю его отдает сам жених, выражая тем самым уважение к семье своей избранницы. Следом один из самых трогательных моментов – Фатиме передают на руки младенца. Пусть всемогущий Аллах благословит молодоженов и дарует им много детей. В честь этого благословения мы преподносим госпоже Камара Фатиме этот подарок. Пусть Аллах дарует вам прекрасную дочь, а затем еще много детей, в том числе близнецов. Амин. Пусть ваша семья живет в мире, здравии и благополучии. Амин. Самые важные традиционные этапы бракосочетания параллельно проходят на родине Фатимы и Абдуллы. Родители обоих сторон вместе празднуют дома. После всех религиозных церемоний торжество продолжается уже в ресторане. Праздничный зал постепенно наполняется гостями. Невеста сменила образ. По их обычаям она меняет его за вечер несколько раз. Паре сразу отдают бокалы. Это тоже один из традиций народа. Молоко, которое они пьют, символизирует белую полосу в их совместной жизни. Эта история не только о любви, она о терпении, доверии и верности своему выбору. 8 лет Фатима и Абдулла шли к этому дню, преодолевая расстояние, жизненные трудности. И сегодня рядом с ними те, кто видел этот путь практически с самого начала. Торжество в Грозном – это возможность отметить события вместе с теми, кто за время жизни в республике стал для них по-настоящему близким. На свадьбу в качестве почетных гостей приглашены и друзья. Это свадьба нашего друга. Я хочу в этом сказать, пожелать его счастья, любовь. Мы не ожидали такой красивой свадьбы. Мероприятие сделали в Грозном. Это было первый раз. Мы очень рады, потому что мы видели гостей. Все хорошо были. Мы рады, что вы приехали и смотрели, как у нас культуре. Повсюду слышны теплые пожелания, смех, радость, танцы и поздравления. Каждый пришел разделить счастливый момент и оставить добрые воспоминания об этом дне. Я учусь в ЧГУ, в Чеченском государственном университете, на медицинском факультете. Очень понравилось, что мы живем в Грозном. И сейчас я учил чеченский язык, несколько слова, которые я могу сказать сейчас. Со Мухаммаду, Амухью Иша, Хумадуи, Хумада, Тигауду, Лариу. Народы из Африки уже давно проживают в мире и согласии в Чеченской республике, обучаясь в ведущих вузах региона и получая качественное образование. Жизнь здесь безопасна, комфортна, а самое главное, люди очень доброжелательны, признаются они. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.